Все началось жарким июньским днем. Во дворе работал манипулятор и вывозил соседский гараж. Несколькими днями ранее я увидел на воротах своего гаража предупреждение о вывозе. Срастив два этих факта, я понял, что все серьезно и нужно что-то делать. Повестка дня резко изменилась, и я без промедления вначале решил все подробно разузнать. В этом выпуске передачи «Испытано на себе» мы будем вывозить металлический гараж. Испытано на себе. Друзья, ну что, как видите, обычный железный гараж, которых тысячи у нас в городе Якутске, наклеено вот такое уведомление. Ну и, соответственно, как видите, раз, два, три. То есть это было на протяжении нескольких лет. В прошлые годы я уже получал подобные уведомления, но все они в основном сводились к продлению договора аренды места под гаражом, а в последние пару лет и вовсе игнорировались. Я направился в управу строительного округа за комментарием. Металлические гаражи представляют на сегодняшний день из себя довольно непотребный внешний вид. И по градостроительному плану установка металлических гаражей вообще не предусмотрена в городе. Но вот идя навстречу, так сказать, жителям, их потребностям в условиях севера, многие устанавливали свои гаражи, и власти были определенные годы согласны с этим для того, чтобы использоваться их, транспорт использовать в зимнее время в основном. Но, к сожалению, с годами картина резко поменялась. Многие гаражи не используются вообще. Многие гаражи используются только как стоянка в зимнее время, занимая, тем не менее, более 20, как правило, квадратных метров земли в центре города. Поэтому было принято решение не только, как говорится, на уровне округа, на уровне администрации города Якутска, убрать неиспользуемые металлические гаражи, убрать металлические гаражи с земельных участков, которые относятся к охранным зонам, таким как зоны охраны Якутскэнерго, кабели лежат под землей, Сахатранснефтегаза, противопожарные разрывы. В первую очередь, если гаражи находятся ближе, чем к каменному дому, например, 8 метров, если есть сквозной проезд вокруг дома, если нет сквозного проезда, ближе, чем 15 метров, установка запрещена по 123-му федеральному закону противопожарному. Поэтому в этом году было принято решение убрать как можно больше гаражей с центральной части строительного округа. Это от площади Орджоникидзе до Кальвица. Тем более, что 47-й квартал, который находится на этой территории, попадает под развитие, под строительство многоквартирных домов. Деревянный сектор, который остается у нас в центральной части округа. И было принято решение о сносе гаражей, как неиспользуемых, так и деревянных, обитых железом. Вот. На сегодняшний день вывезено у нас более 95 гаражей вывезено. Это за конец апреля, май и начало июня, то есть за 1,5 месяца. Допустим, если собственник не вывез гараж, то что далее? В городе существует регламент по вывозу гаражей номер 74П от 11 апреля 2011 года, на основании которого мы производим вывоз гаражей. То есть предварительно, если мы знаем собственника гаража, мы должны письменно его известить о том, что будет происходить вывоз. Если у него есть договорные отношения с округом, то договор расторгается в одностороннем порядке. Неиспользованные деньги за муниципальную услугу на право установки гаража возвращаются в полной мере. После освобождения, конечно. Если собственник неизвестен, происходит наклейка на гараж требования сначала, и через 5 дней уведомления о вывозе. Предупреждаются несколько раз некоторые гаражи, иногда несколько лет. Можно подойти к любому из гаражей и посмотреть на историю предупреждений, требованиями, уведомлениями и так далее. То есть, начиная с определенных там лохматых годов, 15, 16, 17, 18, выцвевшие, но они историю показывают, что человек неоднократно был предупрежден. И после этого вступает, так сказать, в полную силу основания для вывоза гаражей по этому постановлению. Значит, у нас МУП-Жилкомсервис занимается этим, единый оператор по вывозу гаражей. Приглашаем присутствовать при этом
владельцев гаражей в обязательном порядке, если они хотят, ну, при этом быть. Если нет, то, как говорится, нет. Очень много брошенных гаражей, что самое страшное. То есть без хозяина? Без хозяина, как правило, и они не востребованы, эти гаражи, они, как правило, и не имеют ни внешнего вида. Дно, как правило, уже либо коррозийное полностью отвалилось, либо без дна. Они вывозятся, определенное время находятся на территории, на штрафплощадке Мобжилкомсервиса. Там снимается с них определенная сумма за ответ хранения. Если хочет хозяин, то чтобы забрать, насколько я знаю, этот гараж, он приносит, ключ от замка закрытого. Гаражи поднимаются закрытыми, опечатываются на территории площадки, и также и ставятся закрытыми. Никто их не открывает, и что в них находится, не знаем. А что если в случае того, что находится внутри, например, автомобиль или вещи, которые, ну, вот вы говорили, дно, например, да, ну, дна нет, и вот подняли гараж, и вещи вот лежат. Что Значит, ни один из крановщики опытные, стропольщики опытные, тем более специалисты опытные в Мобжилкомсервис, никогда не было такого, что вы подняли, что-то разбили или еще что-то. То есть предварительно делается определенный анализ, как по весу на глаз, как приподнимается одна из сторон, смотрится днище, целое или не целое. Никто не будет никогда поднимать для того, чтобы сломать чужую собственность. Вот я слышал, что вот, допустим, если вывезли, например, гараж силами округа жилкомсервиса, да, то затем, чтобы забрать его, выходит достаточно крупная сумма, то есть дешевле как бы самому вывезти гараж. Я не знаю на сегодняшний день тарифы, но существовало такое, сколько времени потрачено, это человека часа там, или машина часа считаются, калькуляция, как она происходит, не знаю. Но около 5000 за работу, так я поняла, что за 1 час работы, потому что некоторые гаражи приходится откапывать буквально, а иногда по несколько часов с одним и тем же гаражом возиться. Это от времени погрузки, доставки, разгрузки, то есть все это входит в эту калькуляцию, стоимость определяется. Она утвержденная. Ну, а вот в частности, допустим, вот мой район, это Петра Алексеева, 10-12. Я так слышал, что там что-то планируют сделать после вывоза гаражей. Наши дворы попадают в программу дальневосточного развития по облагораживанию территорий, по благоустройству дворовых территорий, по устройству спортивных площадок, воркаутов, озеленению, устройству дорожек мягких и так далее, и так далее. То есть все это идет планово. И вот на вывезенных местах должно присутствовать благоустройство. План неизвестно, что будет там спортивная площадка или... Мы обязаны, как управа, подготовить территорию, а остальное уже дело других, как говорится, организаций. Существуют подрядчики, заказчиком выступает окружная администрация. И ищут подрядчика, и полностью делается проект под каждую из территорий индивидуальный, по желанию жителей, насколько я знаю. То есть собираются собрания собственников общедолевой собственности. Ну, вот они решают. Вот так было, например, с двором 23/2, 23/3 улицы Лермонтова. То есть там решали жители сами, что, в каком месте, в какой части они поставят, какие будут дорожки, какие ограждения, парапеты и прочее. Ну вот сейчас, пользуясь случаем, вы можете обратиться к жителям города Якутска, ну в частности, например, строительного округа. Может быть, есть какие-то наболевшие у вас темы, чтобы как-то промотивировать людей или проинформировать? Вы знаете, что хочется сказать? Уважаемые собственники металлических гаражей, так сказать, нестационарных объектов, то есть не связанных крепко-накрепко с землей. Поймите правильно, если один раз вы получили предупреждение, то есть в виде требования, то, как правило, гараж все равно будет вывезен. Поэтому не надо вам платить лишних денег, не надо тратиться. Попробуйте сделать все это и решить самостоятельно сами. Испытано на себе. Друзья, ну что, как видите, именно непосредственно в моем районе, убирают гаражи для того, чтобы провести благоустройство. Оно запланировано на следующий год, поэтому сейчас уже можно ехать и, соответственно, освобождать гараж.
Ну, как я понимаю, скорее всего, лучше это сделать вывоз гаража своими силами, чем ждать, когда его вывезет управа. В целом я вас должен подготовить к виду моего гаража. Нужно понимать, что начиная где-то с 90-х, наверное, годов, все вещи, которые не нужны были или временно требовалось их куда-то складировать, все складывалось в этот гараж. В прошлом году я уже вывез примерно, 2 раза вывозил оттуда разный хлам. Но сейчас уже предстоит сделать это полностью. Для этого, конечно, можно заказать специальный автомобиль с грузчиками, что я, скорее всего, и сделаю чуть позже. Но самое первое, нужно вывести оттуда нужные вещи. Для этой цели сейчас я направляюсь, чтобы забрать свой прицеп. Прицеп достаточно такой, среднего объема. Тем не менее, я думаю, самое то для того, чтобы за один раз вывести все вещи, которые требуют внимания, которые в данный момент времени, в данный период используются. Ну, а затем уже перейдем непосредственно к хламу, который просто мертвым грузом лежит там уже в течение десятилетий. В общем, я вас еще предупрежу, но слабонервным, наверное, лучше будет не смотреть. Ну что, друзья, сейчас будет видео не для слабонервных. Сейчас мы откроем гараж и посмотрим, сколько там вещей нужно вывести. Людям с ранимой психикой. Так, видно, нет? Сейчас видно, по-моему. Да, видно. Так, ну что мы видим на первый взгляд? Здесь и старый манеж, внедорожное оборудование, палатки, канистры, запасная дверь, там второе лобовое стекло. В целом, что я думал, за один заезд все удастся вывести, нужные вещи. Сейчас посмотрим. Надеюсь, так и будет. В целом, именно для этой цели я взял прицеп, который мы сейчас откроем. И, соответственно, туда будем все загружать. Вообще, работа будет разделена на 2, я бы даже сказал, 3 этапа. Первый этап — это вывозим, полезные вещи. Второй этап — вывозим мусор. Третий этап — вывозим гараж. В общем, дело будет, я думаю, не в проворот. Прицеп стоял достаточно длительное время. Я уже даже забыл, как он развязывается. Так, вот. Так. Ласта. Это бутылка воды. Борта сейчас снимем для удобной погрузки. И в целом стандартный прицеп с стандартными задачами. Единственное, наверное, пригодятся вот эти
Это фанера, чтобы увеличить высоту полезного объема. Так. Ну что, давайте начнем. Так. На. Можешь так держать, нормально? Кстати, забыл совсем про вот эту лодку. Это двухместная лодка надувная. Она, кстати, была один раз на озере в Якутии и один раз в Японском море. Вот. Тоже хорошая достаточно вещь. Мы ее уже начнем складывать. Здесь я сделал такую как бы мягкую подложку. И туда будем все загружать. Так. Да, в целом, как это бывает, я думал, что здесь в основном только палатки. Тут у меня все подряд вещей, в том числе велосипед старый. Это гидродно от палатки. Как это порой бывает, все время нет времени, все время куда-то спешишь. И, соответственно, не успеваешь все разложить как нужно. Вот. В итоге получается вот такой вот хлам. Это все, конечно, личностное, да, то есть зависит от человека. Вот, я еще давно хотел прибраться в гараже, но теперь это не уборка, а полностью, так сказать, эвакуация вещей. Вот эта MIDI-клавиатура, с которой сыпется в прямом смысле песок, именно на ней была написана песня «Небо». Подключается она через MIDI-порт, вот такой вот старенький. Я вот не помню, то ли, по-моему, через вот этот вот я подключал. И писал песни. Так, печка длительного горения, подставка под хайджек, газовая плита, зимняя рыбалка, еще одна канистра под дизель. Кстати, чем удобны вот эти канистры, не знаю, я рассказывал или нет, их можно наполнить как бы, да, ну, соответственно, бензином и положить на дно лодки. Получается такое, в случае, если туда попадает вода, у вас как бы ноги сухие, ну, типа как двойное дно. Так, дальше. Что у нас тут? О, да ладно. Вот он где. Я думал, я его потерял. Лобзик. Лобзик, оказывается, здесь. Вместе с какими-то тормозными колодками. Скорее всего, сафари. Лодочный редуктор. И как будто еще ничего не убрано. Но в целом уже можно ходить по центру гаража. О, вот они где. Радиомикрофоны. Радиомикрофоны. О, микшерный пульт. Короче, можно сделать дискотеку прямо сейчас. С этими вещами. Вот он где. В общем, набор посуды. Очень, кстати, удобный. В целом, может, и хорошо, что перед отпуском разбираем гараж, потому что все полезные вещи найдут свое употребление. Так, колонки мы сразу 3 положим. Запасное колесо. Ну что, мы добрались до края гаража. Такой лебедки я не помню. Так, еще одни колонки. Опа. Из колонки мы сделаем ступеньку, чтобы удобно было подниматься. Пока берем крупногабаритку. Берем велосипед «Турист» советских времен. Так, тут на улице уже больше вещей, чем в прицепе. Я думал, все влезет.
Но надеюсь, что все влезет. Фух. Так, это у нас что такое? Пеноплекс. Кажется, он даже работает. А, нет, что-то там, что-то уже внутри отвалилось. Что-то свистят вот эти. Неправильно работает левая сторона. Ну, капец, видимо. Все. Да. Так, стремянка. Эхо советских времен. А, я думал целая, но бензопила «Дружба». И вторая часть. Вот ее третья часть. И еще целая бензопила. На 100% уверен, что ее можно запустить. В целом, у меня сейчас подозрение, что во мне включилась вот это вот, знаете, когда вроде вещь полезная, ну, ее жалко выбрасывать, и ты ее оставляешь. Вот таким же образом вот этот гараж весь и заполнился с годами. Ну, я думаю, те, у кого балконы завалены вещами, меня понимают. Либо владельцы вот таких гаражей, как я. Ну, я думаю, нас не так много. Но, тем не менее, смотришь, вещь такая интересная, и не хочешь ее выкидывать. Но в целом, я думаю, придется все это сделать. Я думаю, особо ценные вещи все-таки я сохраню, а ненужные затем будут вывезены на свалку. Помимо вещей, которые мои, еще есть вещи не мои. Нужно позвонить хозяину, чтобы он приехал и забрал свое большое кожаное кресло. Я сейчас, у меня гараж вывозят, будут на днях. И я его освобождаю. И, в общем, если вам нужно ваше кожаное кресло, то вам надо бы сказать мне. Забрать. Ну давай, я еще тут в течение 40 минут буду. Если что, передал. Потому что я не знаю, насколько у меня будет прицеп загруженный. Было бы круто, если бы Коля подъехал, забрал. Хорошо. Давай на связи. Давай. Года 2 или 3 лежит уже. Человек отдал мне, Николай, кресло на хранение. Вот. Очень хорошее, кстати, офисное. Такое классное, только немного сломанное. Непроданные альбомы «Небо». Почти коробочка. Вот такой вот. Она уже превратилась в лежак. О! Это же ветровики для сафаря. Ой. Это под другой кузов немножко. Ну, думаю, не проблематично. Там можно будет что-нибудь подрезать. Так. Задний-то должен подойти. Ой, вообще как родной. Четко. Я думал, я их потерял. Так что, друзья, я вам рекомендую, если вдруг вы можете произвести такой же процесс уборки своего гаража и найдете много потерянных вещей, интересных и полезных. Так, ну в целом картина уже вырисовывается. Я вот смотрю, здесь у нас, значит, вон тот бокс уйдет, там шикарный советский ковер я тоже заберу, велосипед, кресло, велокресло, 2 дружбы, не знаю, зачем они мне, но жалко выбрасывать. И вот остается у нас неизведанная местность, она вот в этой части, вот где детский велосипед. Там посмотрим, что находится. А вообще, я думаю, можно было сделать это в режиме как вскрытие гаражей, да, то есть, ну, есть по аналогии с такими передачами. Выкупается гараж, открывается и там смотрит, сколько стоит. Ну, я думаю, если бы этот гараж взяли бы даже 1100, то можно было бы хорошо навариться. Шикарные шерстяные советские ковры. Вон раз, вон два. Можно обшить салон машины, как мне предлагают мои друзья. И будет самый шикарный салон. Дорого, богато. Так, это что такое? Это у нас амортизаторы. 10В40.
Турболайт. Так, это канистра, которая течет и пахнет. Дальше. Ой, куча классных корзинок. Сейчас хочу разобрать вот этот, убрать пенофол и посмотреть, что под ним. О, это же воздуховод для сафаря. Ага, стабилизатор напряжения, я вижу. Детское кресло. Ой, какая классная маленькая канистра. Так, советская кастрюля. Солнечная батарея. Стол. Это мы добираемся до 2000-х. Сгоревшая аудиоколонка, сабвуфер. Сафаревская крышка от бензобака. Насадка на штиль. А где сам штиль? Наверное, в другом гараже. Мангал хороший, кстати. Крылья от велосипеда. Аудиошнуры. Так, чехол от палатки и непроданные альбомы неба. А нет, старый. Воздушный фильтр от сафаря. Ну все, в целом тут... непроданные альбомы неба. 2 ведра. Фу, пойдем выйдем на свежий воздух. Прямо жестко, жарко. Испытано на себе. Держите. Держи свое кресло. Только аккуратно, там здесь стекло стоит. Пол гаража освободилось. Сразу легче стало. Ты быстро приехал? Не знаю. Да, вот подъехал Николай с Николаем. Забрали кресло. А что он сломанный? Он сломанный, да? Смотри, какой классный, да? Он тут, видишь, сломанный. Что тут? А что, его нельзя починить? Ну, этот надо. Ручка товар-то. А швеллер сделай. Да, его закрутить, ручка, да? Он, по идее, Как, рабочий. кожаная же. Ну что, раз приехали, давайте, помогайте. Перчатки одевайте. Колян перехватывай. Так, это очень полезная, обязательная, ценная вещь. Что ты, Елена, идешь? Колян, я тебе багажник прошу. В который можно положить Териус. Вот, ну в целом, видите, друзья, уже плюс, да, то здесь стояли гаражи и, соответственно, все было перекрыто. Так. Куда, на Таху? На Тахо. Где там почище? Слева, да? Временные рамки передачи не позволяют показать весь процесс. Настолько он был продолжительным и, я бы даже сказал, увлекательным. Сроки поджимали и на моих глазах увозили очередной соседский гараж. Уже силами управы. Надо отметить, что данный гараж был очень тяжелым и нужно отдать должное опыту и мастерству сотрудников жилкомсервиса. Сразу видно, что это для них повседневная рутинная работа. Ведь помимо того, что гараж был очень тяжелый, все еще усложнялось компенсатором, который был построен уже после установки гаражей. Друзья, как видите, работа по вывозу гаражей кипит, идет в полном разгаре. Вот этот пятачок наш просто сегодня вроде планируют вывести 2 гаража. Сейчас вот вывозит гараж, там достаточно много запчастей, он достаточно тяжелый. Сами видели, что даже поднимает немного лапу у крана. Вот. Но сейчас делается 2-я попытка для того, чтобы поднять этот гараж и погрузить на вот этот автомобиль. Всем абсолютно. То есть монтаж по каждому гаражу, монтирую ролик, поднятие, цело ли дно, не выпало ли что, закрыты ли замки. Это делается постоянно для оперативных всех вещей, в дальнейшем возможных претензий. То есть вы фиксируете все полностью? Каждый объект, каждую собственность при поднятии, при снятии нет, но при поднятии, как делается вся вот эта вещь, мало того, все это в музыкальном оформлении, в спокойном тоне, чтобы не нервировать на себя никого. Вот.
проводится постоянно все вот это. По каждому абсолютно вывезенному гаражу МУП Жилкомсервис. Собственники, конечно, сами вывозят, они себе эти ролики уже не делают. Я думаю. Ну да, Поэтому вот так. ясно. Пожалуйста, можно посмотреть всю историю роликов по каждому дню с указанием числа, Адрес. адреса, числа. Все это идет постоянно. А бывает так, что прямо собственник пришел и очень против того, чтобы вывозился гараж. Хорошо, идем навстречу на определенный период времени, потому что иначе нельзя. Дано задание, это постановление мэра. Ну, как вот в моем случае, я как бы попросил, что сам вывезу, да, Конечно. и попросил срок. Конечно, мы даем определенный срок на тот период, пока идет вывоз с данного земельного участка до полного его освобождения. Ага. Пожалуйста. Никогда бы он сам его не погрузил и не вывез. А? Если бы он заказал машину, вывозить с него бы взяли не меньше 25 тысяч. Это 100%. Потому что, извините, с такими переуступами столько раз выставлять технику, столько поднимать, грузоподъемность крана определенной мощности должна быть. Понимаете, здесь никто бы не справился, кроме вот этих профессионалов. Это бесполезно. Это вот он улыбается, ему таких денег это стоило, если бы сам заказывал. Друзья, ну что, проблема с гаражами не только, конечно, у меня, но и у соседей. Вот, познакомьтесь, Валерий. Привет. Сейчас занимается тем, что обзванивает все эвакуаторы, да, все манипуляторы. Проблема в том, что здесь стоит компенсатор, и не всякий манипулятор может заехать. Соответственно, гараж у тебя высокий, да? Да, сколько мы посчитали? 2,7, да? Нет, 2,7. больше. Больше? Или 2,7. 2,7, а вот 2,7. это 3,5, по-моему. 3,80, Компенсатор. 3,70, ага. Ну, то есть, если рассказывать, то можно про цены рассказать, то что только один кран стоит 4 тысячи час, а они минимум 2 часа берут. Получается 8, это уже 8 тысяч. Плюс платформа 10 тысяч, короче. Итого 18, чтобы просто гараж перевести, вот, ну, грубо говоря, на соседний участок недалеко. Это капец дорого. А если у вас еще вы закажете и плохо договоритесь, и у вас не получится вывести, получается, вы еще лишние 8 тысяч заплатите, как я сейчас. Не смогли вывести, я вот попал на деньги и ничего не могу сделать. Вот такие вот будни людей, которые возят гаражи. Поэтому, а что делать, да? А что делать? Да, придется опять платить. А в целом, если управа вывозит на штрафстоянку, то дешевле выходит или нет? Да, у них интересные тарифы. То есть, если они успеют за час вывести, 5 тысяч стоит у них час, 5 тысяч, но они берут за 2 все равно. Причем я вчера тоже с ними ругался. То есть, машина заехала в 9:40, мой гараж забирали вторым. И уже регистрация была у них на штрафстоянке, вот Жилкомсервис, получается, в 11:40. Итого, получается, 2 часа здесь была машина, но мой гараж забирали вторым. То есть его забрали тоже за час примерно где-то. Но я все равно платил за 2, так как они приехали в 9:40 сюда. То есть тоже несправедливо, я просто так должен в очереди стоять. А если бы они 4 гаража вывозили, допустим, я бы за 4 часа платил. Соответственно, я заплатил 10 тысяч, в общем, 10 600, только чтобы заплатить им за эти 2 часа, чтобы они мне гараж отдали. И при этом 2 дня бесплатно, чтобы его с штрафстоянки забрать. 2 дня есть? 2 дня есть, да. Но если ты просрочишь, сутки 1500 стоит там. Просто так. И поэтому там у них на Жилкомсервисе, у них там кладбище этих гаражей, которые стоят веками. И они говорят, что если 3 года, гараж не забирают, человек абсолютно любой может прийти и выкупить, как лутбокс, любой гараж, и там может попасться что-то хорошее. Ну, то есть они так и рассказывали. Вот это вот очень интересно. Они рассказывали, что продавали там гаражи, там открывают, а там инструменты, что-то хорошее, там мебель, там где-то даже старые машины были. Но им дают бесплатно забрать вещи, вот что хорошо. То есть, если у тебя там что-то есть, ты можешь полностью все забрать, а от гаража можешь отказаться. Ну, ты как собственник, у тебя есть ключ, Да. ты его открыл, и все. Да, ты это там, есть кстати, доказательство. да, там документы не просят, ты можешь просто открыть ключом, и это будет означать, что это твой гараж. Вот. В принципе, Ясно. неплохо. Ну, пожелаем Валерию удачи, а мне еще это предстоит. То есть я вот еще не знаю, надо будет все замерить, посмотреть. Да, ну у тебя гараж-то пониже. Пониже вроде, Я ага. думаю, он выйдет. Ага.
Как вы понимаете, сроки поджимали, я ускорился и вывез 2 прицепа мусора на полигон. Если бы я заказал машину с грузчиками, то помимо оплаты за вывезенный мусор, дополнительно пришлось бы отдать около 10 тысяч рублей. Аренда автомобиля и почасовая работа грузчиков, работа которых завершилась бы на самом полигоне. Ну что, друзья, хочу обратиться к вам. Никогда не запускайте гаражи. Вовремя убирайтесь, чтобы не было вот такого. Но в целом основной мусор мелкий я вывез. Загрузил уже сейчас в прицеп. Тут остаются такие, ну, как бы более-менее нужные вещи. Их оказалось больше, чем я думал. Так, ну а прицеп у нас загрузился вот таким образом. Это фанерка будет сдерживать, чтобы мусор не вывалился наружу. Скорее всего, под программу, под акцию бесплатные 1,5 куба я не попадаю. Во-первых, у меня больше, чем 1,5 куба. Ну, посмотрим, сколько сейчас посчитают на самом полигоне. Сейчас поедем туда и все разузнаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел выгрузить Сейчас мусор. подойдут, замерят. Ага. Позвать надо, да, или вы Нет, я позвали? уже вызвала. Хорошо. А так у вас еще акции же есть, да, бесплатные? А? 1,5 куба бесплатно работает, да, акция? Вызов. Замер. Алло. Замер. Слышишь? А. Раз в месяц только. Вы были уже на Нет, полигоне нет в этом еще. месяце? Только однократно можно заехать и Мгм. до 1,5. Ясно. 1,40 м ширина, да? Ага, да. Да, Так, 1,40 м. Все, да? Ну, 2,30 возьмем, борта считать не будем. ага. 2,30. 2,30 на 1,40 м. Ну, в среднем высота где-то вот. А я вот где-то вот так вот возьму, 0,9. Ага. Так, 2,40, 1,30 м и 0,9 КГО. Все, к окошку подходите, она сейчас посчитает и сообщит, сколько получилось. Так, вышло 3 куба, да? Это сколько? 1013. Карта наличная. Наличкой. 1000 сколько? 1013. 1013. Ну что, эпопея завершилась, часть. Получается, около 1000 рублей заплачено за вывоз мусора на полигон. А так, в целом экономия составила около 6000. Друзья, ну что, можно сказать, что закончена эпопея с гаражом. Посчитав все финансовые, все возможности и так далее, я принял решение его продать. Вот. И видите, как повезло, мой коллега с Якутия-24 Данил стал счастливым обладателем этого гаража. И буквально на днях, да, уже будет вывезен и будет служить как... Сперва как кладовка, да? Да. В принципе, этот гараж был кладовкой и будет служить как кладовка, ну а потом, в принципе, очень хороший гараж, на самом деле. Мы сейчас посмотрели, там листы, все, уголок. В общем, думаю, что послужит верой и правдой новому хозяину. Ну а это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Тема у нас была «Вывоз гаража».
По скриптум. Гараж Данил сейчас вывозит. Здесь такая проблема, что после установки гаража через некоторое время поставили вот этот компенсатор. И, соответственно, сейчас кран будет забирать его через вот этот пролет. Ну, а там стоит, соответственно, погрузчик, который уже потом на месте, на участке, снимет гараж и поставит в нужное место.